Добрый вечер. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик Шара. Коротко о главном. Апсадгил Схакусцес. Акция готова к проведению. Вне календаря. В школе села Псху начался учебный год. Диагностика слуха в детском возрасте. Результаты, возможности. Семинар в Сухуме. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии Дмитрия Юдина и его первого заместителя Амира Амирова, сообщает официальный сайт главы государства. Срок службы Амира Амирова завершается. Президент поблагодарил первого заместителя начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии за службу. Глава государства отметил, что работа, которая проводилась и проводится пограничным управлением под руководством генерала Юдина, очень важна для России и Абхазии. В завершении встречи Рауль Хаджимба вручил полковнику Амирову ценный подарок. Премьер-министр Республики Абхазия Беслан Барцец в рамках своего визита в Нижегородскую область встретился с губернатором области Валерием Шанцевым. Речь на встрече шла о перспективах взаимоотношений Абхазии и Нижегородской области. Делегация Абхазии предложила проанализировать возможности экспорта и импорта с Нижегородским регионом. Затем премьер-министр Абхазии Беслан Барцец вместе с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым посетили выставку «Будущее России», на которой были представлены ведущие производители в области промышленности и энергетики. На пленарном заседании 5-го международного саммита в Нижнем Новгороде премьер-министр выступил с приветственным словом. Уважаемый Валерий Павлович, уважаемые участники саммита, позвольте поприветствовать вас от имени правительства Республики Абхазия, поблагодарить организаторов мероприятия за приглашение поучаствовать в работе 5-го международного саммита. За годы своего существования саммит стал уникальной площадкой для плодотворного, конструктивного, что самое главное, результативного диалога между властью и бизнесом. Именно здесь завязываются деловые контакты и заключаются конкретные договоренности. Нам важно представить Абхазию не только российскому бизнес-сообществу, но и другим участникам форума, которые еще не знакомы с нашей республикой, установить новые связи с бизнес-кругами и, естественно, укрепить уже существующие. Сегодня у нас есть возможность рассказать об инвестиционной привлекательности нашего государства, запланировать возможные совместные проекты, наладить международное сотрудничество в сфере экономического и культурного взаимодействия. Уверен, что саммит пройдет в дружественной и рабочей атмосфере и послужит зарождению новых деловых связей с зарубежными партнерами. Желаю участникам форума успешной и интересной работы. Спасибо. В рамках международного саммита абхазская делегация во главе с премьер-министром Бесланом Барцец встретилась также с генеральным директором торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дмитрием Красновым. На встрече рассматривался ряд предложений экономического характера. Обсуждалась также возможность привлечения инвесторов из Нижегородской области в Абхазию. В рамках международного бизнес-саммита премьер-министр Абхазии Беслан Барцец совместно с представителем МИД России в Нижнем Новгороде Сергеем Маловым принял участие в одной из передач местного телеканала. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этого интервью. Очень надеюсь на то, что сегодняшние наши встречи, сегодняшние наши деловые переговоры принесут конкретный результат как и для Нижегородской области, так и для Республики Абхазия. Я знаю, что соглашение о сотрудничестве действует у нас уже 6 лет, с 2010 года. Как вы оцениваете уровень того, чего уже удалось достигнуть? Как сотрудничество у нас работает? Вы знаете, с Нижегородской областью мы давно успешно сотрудничаем. В 2010 году мы закрепили наши взаимоотношения на уровне соглашения. Еще до этого у нас действовали 2 меморандума, было подписано. Нижний Новгород, Нижегородская область – это одна из самых динамично развивающихся регионов Приволжского федерального округа. Очень много проектов, которые мы совместно реализовывали. Нижегородский бизнес сегодня представленный в Абхазии. Это успешные проекты. На них мы тоже сегодня говорили, но есть точки для роста, есть возможности для более тесного и более глубоких взаимоотношений с большей экономической эффективностью. Полностью интервью с премьер-министром Абхазии Бесланом Барцец и представителем МИД России в Нижнем Новгороде Сергеем Маловым смотрите после выпуска новостей. Накануне после участия в деловом саммите в Нижнем Новгороде делегация правительства Абхазии во главе с премьер-министром Бесланом Барцец прибыла в Республику Мордовия, где приняла участие в круглом столе в автономном учреждении «Технопарк Мордовия». В приветственном слове на круглом столе премьер-министр Республики Абхазия Беслан Барцец рассказал о впечатлениях от посещения города и технопарка,
Отметил, что в рамках реализации договора о взаимопомощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией активно развиваются отношения по линии экономики и культуры, где Мордовия не должна стать исключением. Экономический потенциал Мордовии представлен на рынке Абхазии, но не в достаточном объеме, сказал Беслан Барцец. Организация вообще технопарка этого проекта нас впечатлила, и то, что мы сегодня подошли ко многим стендам, наши коллеги нам все объяснили. Есть очень много направлений, которые будут интересны абхазской стороне. Есть большой центр разработки светотехники и так далее. Мы активно будем модернизировать эту систему у нас, поэтому по многим направлениям я был уверен, что будет выгодное взаимодействие. Мы объединялись с координатами, работа будет продолжена, и точки для соприкосновения, для взаимодействия однозначно мы определим в ходе дальнейшей нашей работы. А сейчас рубрика «Ко Дню Победы». В эти дни 23 года назад. «22 сентября подразделения Восточного фронта расширили контролируемый участок трассы до села Новый Кондор. В зоне обстрела, в том числе и посредством автоматического оружия, оказалась также воздушная трасса посадки самолета Бабушарского аэродрома, через который осуществлялась переброска живой силы из Грузии. В это же время бойцы Западного фронта освободили здание ДОСАВ, морга, республиканской больницы и нейрохирургической больницы, ныне роддом. Подразделения абхазской армии со стороны Ачадарской железнодорожной платформы начали наступление в направлении нового района через массив Гумыста. Атакующие дошли до высотных домов, но понесли большие потери и ночью вынуждены были вернуться на старые позиции по правой стороне железной дороги. Новоафонская школа получила в дар около 2000 книг из личной библиотеки Александра Бардадыма. В школе также открыт зал его имени. Репортаж Ренаты Шакая. Около 2000 книг передано в дар Новоафонской средней школе из личной библиотеки Александра Бардадыма. Московский поэт, журналист, переводчик Александр Бардадым в 1991 году окончил факультет художественного перевода литературного института имени Горького. В августе 1992 года, услышав о начале войны в Абхазии, приехал сюда в качестве корреспондента. Воевал в рядах абхазской армии, погиб в сентябре 1992 года. 27 сентября 1994 года указом Президиума Верховного Совета Республики Абхазия посмертно награжден орденом Леона. Вся личная библиотека Александра Бардадыма теперь будет храниться в Новоафонской школе, в которой открыт зал его имени. Здесь много стендов, которые отражают различные направления литературных произведений, которые он нам передал. Он передал нам через свою маму. Его мама, Маргарита Александровна, этот дар бесценный сделала школе. И вот сегодня, в честь этого события, мы открываем этот зал. Молодой талантливый русский поэт Александр Бардадым любил Абхазию искренне, беззаветно. Он заинтересованно изучал историю нашей страны, литературу. Он почитал Апсора, традиционную культуру абхазов. Мятежная душа поэта тает над нашими горами, как след орлиного крыла. Строки из последнего стихотворения Бардадыма «Помянем тех, кто были с нами» стали своего рода гимном героев Отечественной войны народа Абхазии. Раскаленное время Александра Бардадыма. Поэта, журналиста, переводчика. Здесь его любовь к Абхазии, ее народу, ее традициям. Он очень любил Абхазию и запечатлел это в стихотворной форме, в его незабываемых строках, которые врезаются прямо в сердце, запоминаются тем, кто видит их в книге, кто книги эти читает. Александр Бардадым – один из немногих русских интеллигентов последнего десятилетия XX века, снискавших любовь истинных сынов свободолюбивых горцев Седого Кавказа. 16 октября Александр Бардадым отметил бы свое 50-летие. Рената Шакая, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Совсем недавно Южная Осетия торжественно отметила День государственного флага и День образования республики. В торжествах принимала участие и абхазская делегация во главе с вице-премьером, министром внутренних дел Асланом Кубахи.
О пребывании в Схинвале абхазской делегации мы вам расскажем в нашем эфире сегодня в программе «Амшик Шара Плюс». А сейчас предлагаем вашему вниманию интервью с олимпийским чемпионом 2016 года Сосланом Романовым, записанное в Схинвале нашим корреспондентом Инвера Марджения. Конечно, я не мог такое событие пропустить. Это День независимости нашей республики. Я бы сам себе этого не простил, если бы я не попал на этот праздник. Погода великолепная, настроение у всех хорошее. Здесь очень большие люди, народ здесь собрался, весь город здесь и обстановка тут. Мы все были горды тем, что ты вышел на ковер после победы с осетинским национальным флагом. Учитывая то обстоятельство, которое идет давление на российский спорт, не было никакого наказания за это? Наказание было, но ничего страшного, это все мелочи. Российский флаг – это наша страна, наша родина. И я хотел, чтобы просто народ увидел и мою республику, потому что тяжелые времена переживаем, и чтобы немножко поддержать свой народ. И так мало радости у нас в республике, и чтобы вот немножко подарить какие-то улыбки. Спасибо тебе. Еще у тебя какие-то отношения есть с Абхазией? Конечно, у меня буквально вашему начальству говорил Рустам Ампар и Аслан. Они у меня сейчас во Владикавказе, они у меня дома находятся, у них проблемы со спиной, и они у меня проходят реабилитацию, закачивают, в одном зале они закачивают свое, здоровье набирается. Они мои близкие друзья, очень много друзей у меня с Абхазии. Денис Саргуш, вообще великолепный парень, шикарный друг, большой человек, ваша гордость, герой ваш. Также и молодое поколение подрастает великолепно, очень хорошие спортсмены, люди в том числе. Я очень дружу с Абхазией. До 23-летия со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии осталось чуть больше недели. Полным ходом идет подготовка к празднованию этой знаменательной даты. Готовится и акция «Апсадгил Зхакустас», которая пройдет 30 сентября. Подробности у Налы Кофе. Акция «Апсадгил Зхакустас» начнется в час дня 30 сентября, участники в числе которых будет и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, который поддержал идею проведения акции, соберутся в символическом месте на Красном мосту в Сухуме. Оттуда шествие пройдет по набережной Махаджиров до площади имени Сергея Багапш, затем через Парк Славы и завершится на площади Свободы. Ветераны войны женщины, мы с болью относимся к всем жертвам этой войны. На поле боя каждая из женщин оказывала им помощь. Волей судьбы многие ребята погибли на их руках. Участники шествия пронесут по главным улицам столицы более 2000 фотографий бойцов, сложивших свои головы за свободу и независимость республики во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также фотографии погибших при исполнении служебных обязанностей и ветеранов, скончавшихся после войны в результате болезней и ранений. По словам Ларисы Тарба, организация Ассоциации женщин-инвалидов-участниц боевых действий планировала организовать данную акцию давно. Мы давно планировали сделать и в прошлом году, и в позапрошлом, но по каким-то объективным причинам это нам не удавалось. В этом году, собрав комитет организации, мы решили провести акцию под названием, «Апсадгил Зхакустас». Объявили по телевидению и решили, что в эту акцию войдут фотографии всех ребят, которые погибли на поле боя. В течение нескольких месяцев родственники погибших имели возможность принести фотографии в отделение ассоциации в городах и районах республики. Была проделана огромная работа. Я хочу поблагодарить всех организаторов, всех тех, кто мне помог в этом. Это все ассоциации ветеранов по городам Гагры, Пицунды, Гудауты, Ачимчири, Ткварчили, Гулерипши и те, которые помогали нам в сборе архивных фотографий и документов, которые все приносили к нам.
Специально, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», приедут гости из Северного Кавказа, которые пройдут со 120 фотографиями добровольцев. Также будет подготовлен баннер с фотографиями 84 жертв Латской трагедии. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. Военным прокурором Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении главного врача инфекционной больницы Сухума Нателлы Паписемедовой. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, с 21 по 22 ноября 2013 года, являясь главным врачом инфекционной больницы Сухума и одновременно дежурным врачом, в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей Паписемедова оказала неквалифицированную врачебную помощь больной Лиане Тодуа, 1985 года рождения, выразившаяся в неправильном применении лекарственных препаратов, а также в отсутствии организации врачебного консилиума при наличии тяжелого состояния больной, в результате чего Тодуа впала в коматозное состояние и впоследствии, не приходя в сознание, скончалась в инфекционной больнице Дагомыса. Нателла Паписемедова предварительным следствием обвиняется в совершении преступления по статье «Халатность», то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного либо небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека. Данное уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд города Сухум. Новый учебный год начался в средней школе села Псхо. В этом году первый звонок прозвенел для 44 детей. Школа была восстановлена 2 года назад. Министр образования Адгур Какоба посетил учебное заведение и имел возможность лично узнать о проблемах и достижениях школы. Симаргун продолжит тему. В этом живописном уголке нашей страны расположена маленькая школа. Но учебный год в высокогорном селе Псху начинается не по календарю, а только с середины сентября. Это связано с полевыми работами, которые жители села не успевают завершить к концу лета. И подготовиться к началу занятий к 1 сентября не представляется возможным. Именно поэтому первый звонок для школьников прозвенел 22 сентября. В связи с непогодой линейка прошла внутри здания. Директор школы Анатолий Турков пожелал ребятам успеха в учебе. В этой жизни мы должны с вами вместе с учителями дать как можно больше знаний, навыков. Успехов вам, коллеги. Всего доброго. Главное, чтобы было здоровье, успеха, счастья всем. Будьте здоровы все. Этот учебный год для школьников и учителей особенный, ведь их посетил министр образования Адгур Какоба, чтобы лично узнать о проблемах школы. Его интересовало все, что связано с учебным процессом. Адгур Какоба отметил, что несмотря на все трудности жизни в селе Псху, учебный процесс в школе не останавливается. Я уже второй раз в вашем селе, но первый раз в качестве министра образования. Я очень рад, что вижу такую атмосферу теплую, прекрасную. И хочу поблагодарить весь коллектив педагогический, который, несмотря ни на что, я знаю, что были, конечно, трудности, вы работали в таких тяжелых условиях, но никто не сдался, как положено настоящему педагогу, вы работали и выкладывались, отдавали все свои силы для того, чтобы сегодня у нас была такая прекрасная молодежь. Родители и детей обрадовали презенты от фонда имени первого президента Владислава Арзенба, который привез с собой министр. Учитывая, что здесь купить что-либо практически невозможно, канцелярские принадлежности, которые так необходимы для учебы, бесценный подарок к началу учебного процесса. На этом месте раньше располагалась старая школа. В ней все дети не могли уместиться. Было всего 5 классных комнат. Здание было в аварийном состоянии. С каждым годом увеличивается количество детей. И этот факт, конечно, позитивный. Но в связи со всем этим возникла необходимость строительства нового здания. 2 года назад ученики сели за парты уже в новой школе. Здесь уютные классные комнаты, светлые коридоры. Обучают почти всем предметам, за исключением абхазского языка. Среди местных жителей и специалистов нет. Желающих ехать преподавать в это высокогорное село тоже пока нет. Это проблема, которую не удается решить на протяжении долгого времени, с сожалением отмечает министр. Нехватка педагогов. Я буквально директору утром говорил, что один из таких педагогов, преподаватель абхазского языка, накануне нашего выезда, у него по семейным обстоятельствам не получилось приехать с нами, но
в ближайшее время мы вопрос нехватки педагогов, я думаю, что решим совместно с нашим Абхазским государственным университетом. Я знаю, что тут и есть наши выпускники, даже еще студенты, которые уже преподают. Это хорошая практика будет продолжаться. Всего в школе села Псху учатся 44 ученика. В этом году впервые за парты сели 5 детей. Учиться будете на 5? А также двойки получать? Друзей хотите здесь найти? Да. Тогда счастливого пути. Первоклассникам придется привыкать не только к школьным порядкам, вставать рано утром и вечером готовить домашние задания. Каждый день они должны будут преодолевать десятки километров, чтобы дойти до школы. Таковы особенности учебы в Псху. Сима Аргун, Алина Куртава, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В МИД Абхазии прошли консультации с представителями МИД России и членами российской делегации на женевских дискуссиях по Закавказью во главе с заместителем директора Департамента стран СНГ Алексеем Двиняниным. Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки к очередному раунду женевских дискуссий, запланированному на 4-5 октября, а также другим аспектам региональной безопасности и стабильности. В первую очередь был сделан акцент на необходимости активизировать работу над юридически обязывающими документами о неприменении силы в регионе. Диагностическое оборудование для определения нарушения слуха было представлено сегодня в Сухуми в рамках семинара с участием медиков, логопедов и психологов. Оборудование для создания сурдологического кабинета в одном из медицинских учреждений республики будет поставлено по линии ЮНИСЕФ. Подробности в репортаже Сарисмар. На сегодняшний день ни у врачей, ни у Минздрава республики нет статистики о количестве людей с нарушением слухового восприятия. Тем не менее, практически каждый день люди обращаются к врачам именно с этой проблемой. А что касается диагностики нарушений слуха у совсем маленьких детей, то она и вовсе отсутствовала. Родителям просто приходилось вывозить ребенка на обследование в Россию. Но совсем скоро эта ситуация поменяется. Международная организация ЮНИСЕФ решила создать в Сухуми сурдологический кабинет со всем необходимым современным оборудованием. Мы поставим очень такое современное, уникальное, можно сказать, оборудование. Это аппаратура для определения слуха у детей, начиная от новорожденных и кончая, совершеннолетием. И плюс этой аппаратурой можно также пользоваться и для определения слуха, проблем и нарушений слуха у взрослых. В кабинете будет стоять 3 аппарата. Это аппараты отоакустической миссии, аудиометр и темпонометр. Каждый из них выполняет особую функцию. Правда, пока еще не решено, где именно будет создан сурдологический кабинет. По словам специалистов, он появится либо в детской поликлинике, либо в реабилитационном центре. Именно сюда смогут привозить даже новорожденных детей с проблемами слуха со всех районов республики. Это является наиболее важным, потому что если до года у ребенка не выявлена проблема слуха, в дальнейшем этот ребенок просто не научится разговаривать, если ему не оказать помощь до 1-2 лет, пока формируется именно центр речи. Если это будет сделано позже, то есть в 3-4 года мы ребенку выявим, поставим слуховой аппарат, да, может он будет слушать какие-то звуки, но разговаривать он уже не научится. В этом весь смысл этой аппаратуры, которую нам обещали привезти. Как работает новый аппарат и какие возможности он открывает для врачей и пациентов, продемонстрировала главный специалист-сурдолог из Латвии Сандра Кушке. Она отметила, что благодаря этому проекту в Абхазии смогут проводить самую инновационную и высокотехнологическую диагностику нарушений слуха. Каждый ребенок заслуживает диагностики и дальнейшей помощи по проблематике слуха. Потому что в наше время, в нашу эпоху времени им можно помочь и очень эффективно можно помочь. И вот это, по сути дела, моя задача. Рассказать, что надо делать в плане диагностики, потому что для вас это будет возможно здесь, в Абхазии. И, во-вторых, реабилитация. Как потом этих детей реабилитировать, чтобы вместе могли сказать, что мы видим счастливых, слышащих, разговаривающих детей также в вашей стране. В семинаре принимали участие логопеды, психологи, лор-врачи детских поликлиник, реабилитационных центров со всех районов республики. Сарисмар, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Землетрясение мощностью 3,8 балла по шкале Рихтера зафиксировали сейсмологи в Черноморском бассейне Абхазии ночью 21 сентября. Как сообщил Апснопройс начальник Госгидрометеослужбы Левард Барцец, эпицентр землетрясения находился в районе города Чемчера, в море, около 35 километров от берега. В эпицентре был зафиксирован толчок земной коры мощностью 3,8 балла по шкале Рихтера, на суше 3,5-3,6 балла. Толчок произошел в 22:27 по московскому времени. Никаких ощутимых явлений в природе это не повлекло, отметил Барцец. По его словам, в последнее время сейсмологи наблюдают активизацию сейсмических процессов, но прогнозировать их практически невозможно. Тем не менее, он отметил, что более мощных землетрясений опасаться не стоит. А сейчас о погоде на завтра. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем 22-24 тепла. Температура моря плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.